бизнеса просто со своими друзьями, обсуждая эту тему. И у меня такой вопрос, он не нашел разрешения. Что заставляет вот эти вот вопросы, проекты, которые вызывают такую неоднозначную реакцию в обществе, форсированно принимать, проталкивать через парламент и так далее? Ну, предположим, это такое вот политическая идея кредо президента Бжаня. Предположим, он действительно считает, что заселение Абхазии иностранцами с их средствами, с их менталитетом, наделение их исключительными возможностями в плане доступа к нашим активам создаст условия, при которых Абхазия вот совершит такой скачок. Предположим, он считает, что мы не в состоянии поднять и освоить вот этот весь потенциал Абхазии собственными силами. Предположим, этот план состоялся. Давайте представим. У нас стоят апартаменты с 50 тысячами собственников, которые занимаются в том числе и малым, и средним бизнесом. У нас восстановлены переводные станции на Имбур. Там создан дата-центр и добывается криптовалюта. У нас все побережье застроено гостиничными комплексами, на которые, скорее всего, граждане Абхазии будут смотреть из-за забора. При этом тот бизнес, который они сами выстраивали, потерпит просто непоправимый ущерб. Вот мне интересно, где здесь наш интерес, где здесь наши долгосрочные цели, где наши долгосрочные интересы. В чем это заключается? В том, чтобы стать здесь как бы экономически вторым сортом. Мы не будем иметь доступа к тем возможностям, которые будут иметь иностранные представители иностранных компаний, которые здесь находятся. Мы не будем десятилетиями получать налогов. Фактически будет созданы два предпринимательских класса. Один в привилегированном положении, второй не в привилегированном положении. А такая ситуация ведет всегда только к одному. Сперва к экономической, а потом к политической зависимости. Абхазия это не просто красивое место. Это в экономическом смысле очень емкое место. Это место, где можно реализовать, осуществить очень много и очень эффективных экономических проектов. Это такая, возможно, экономическая мекка, тем более в свете сегодняшних глобальных процессов в мире. И вкладывать в Абхазию, инвестировать в Абхазию должно быть не одолжением, а привилегией. Правительство должно четко указывать, какие сферы для вложения инвестиций являются приоритетными, а какие нет. В какие сферы бизнеса мы будем вкладываться сами, или, как сказал Иван, половину государства, плюс предпринимателей, какие мы отдадим частным инвесторам. И ни в коем случае люди, которые сюда вкладываются, не должны ощущать, что это, извиняюсь за такое слово, халява, понимаете? Никаких послаблений, ни экономических, ни тарифных, ни налоговых не должно быть. За то, что вложиться в Абхазию, должны устраиваться конкурсы. Эти конкурсы должны выигрываться, и правительство должно брать самых лучших. А так, то, что нам сегодня предлагается, это, я не знаю. Вот, у меня такой вопрос президенту и всей его команде прагматиков. Участие в выборах какого государства они хотят принять через несколько месяцев? Автономная республика Абхазия? Филиала Мадера Групп здесь? Мы на такое не согласны.